Триває інформаційний ранок на телеканалі АТР. У студії для вас працює Інна Завоюра. З гостями цієї студії будемо говорити про актуальні та важливі події, що відбуваються в Україні та світі. І цю ефірну годину будемо розпочинати з розмови з Андрієм Бузаровим, експертом-міжнародником. Доброго ранку. Доброго утра. І одразу до таких новин. 350 мільйонів доларів виділять Сполучені Штати Америки на оборону та протидію російської агресії. Виділять Україні. Відповідний бюджет своєї країни підписав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Зокрема, йдеться про те, що планується виділити Україні летальну зброю. Тож, пане Андрію, по-перше, хотілося б від вас почути, коли ми врешті побачимо джавеліни на кордоні з Російською Федерацією. Я думаю, что это вопрос времени, и политически мы уже имеем определенную ясность в этом сложном вопросе. То есть, скорее всего, политически и Трамп, и все руководство США, которое, по крайней мере, занимается вопросами Украины, оно уже давно решение приняло о необходимости предоставления вооружения Украине. Вопрос заключается в том, когда, в каком количестве и по какой причине оно будет нам предоставлено. То есть сейчас США не могут пойти на непосредственную передачу вооружения, так как идут переговоры Уолкер-Сурков. Дипломатия пока. Да, и если сейчас американцы передадут нам оружие, россияне могут воспринять как срыв переговоров или неприятный сигнал, то, что американцы не верят в исход, позитивный исход переговоров формата Сурков и Уолкер. Следовательно, сейчас пока этого не будет. Но я думаю, что переговоры Уолкера и Суркова рано или поздно закончится фиаско из-за полного несогласия двух сторон по многим принципиальным вопросам, прежде всего Российской Федерации, неготовностью сделать уступку по Донбассу. И я думаю, что через 6-8 месяцев будет решение принято о предоставлении Украине вооружения. Возможно, раніше. Ну, Волкер вже заявляв щодо того, що минулі зустрічі з паном Сурковим, вони показували, що йдуть у дипломатичних розмовах лише на крок назад. Тобто, як ви думаєте, які взагалі наслідки всього цього? І коли врешті, ось ви кажете, що можуть скоро бути фіаско у цих розмовах, коли врешті можуть вони припинитися? Я думаю, это будет после президентских выборов в России, да. И тогда уже не будет у них необходимости, не просто будет предоставление Украине вооружения, это будет ряд действий взаимосвязанных. Это будут, скорее всего, новые санкции в отношении Российской Федерации, это будет предоставление Украине вооружения, и это будет, наверное, какие-то политические, квазиполитические процессы на Донбассе. То есть объединение, возможно, ЛНР, ДНР в одну структуру под руководством, естественно, России, но неофициально. Возможно, какое-то слияние, возможно, какие-то заявления, новые какие-то процессы, смена руководства в ДНР, например, как в ЛНР произошла неожиданно, также в ДНР. То есть какие-то процессы будут синхронизированы. Но есть эксперты и в Украине, и политики, и в том числе, которые верят в то, что все-таки идея миротворцев возможна. И сейчас очень много об этом говорят, и на уровне ООН. Кстати, вот Анджей Дуда приезжает к нам, мы будем об этом говорить. Больше будет одной из стран непостоянных представителей Совета Безопасности, и многие рассматривают это как важный элемент будущих переговоров по миротворцам. Я все-таки в это не верю. Я не верю в то, что мы, скорее всего, придем к этой идее ведения миротворцев на Донбасс, так как позиция Путина принципиальна. Он не готов размещать миротворцев возможных на границе с Российской Федерацией. Той части границы, которая сейчас не подконтрольна Украине. Следовательно, все переговоры, они бессмысленны, в принципе. Пане Андрію, 350 мільйонів доларів. Чи цього достатньо? Если мы сравниваем с бюджетом Саудовской Аравии, которая закупает вооружение на сотни, более чем на 100 миллиардов долларов, это немного. Но если мы сравниваем с Грузией, а Госдеп США принял решение о выделении Грузии денег на закупку Джавелин, и не просто выделение денег, а и закупку непосредственно Джавелин, Госдеп США 21 ноября соответствующее решение принял, тогда, в принципе, нормально, неплохая сумма. Но в Грузии еще окончательно решение не выделено, Конгресс еще не утверждал, но я думаю, это вопрос времени. И вот следуя вот этой логике, то, что грузинам предоставляют Джавелин и другие вооружения, то логично представить, что и нам тоже должны это вооружение предоставить. То есть все логично, все правильно, целесообразно, прагматично.
Пане Андрію, ну раніше, перед тим, як ще цей бюджет голосувався в Конгресі Сполучених Штатів Америки, йшлося про те, що Україна має показати Пентагону інституційні реформи у сфері оборони. Про які реформи йдеться? Ну, прежде всего, это модернизация подготовки военных кадров, это модернизация самого производства, производства необходимого инвентаря, вооружения военного, это планирование, стратегическое планирование военных операций. Ну, много аспектов, которые касаются, я думаю, прежде всего подготовки кадров. И США помогает Украине, как вы знаете, в подготовке. Более 200 инструкторов регулярно приезжают, американских инструкторов. Да. И масса, действительно масса помощи со стороны США в части подготовки. Это признак того, что они большое внимание уделяют именно подготовке военных, а не другим каким-то элементам. Поэтому я думаю, что мы пытаемся реформироваться, но это очень сложно сделать, так как у нас нет необходимых финансовых средств. Они есть в бюджете, но этого явно недостаточно, так как вы правильно сказали о больших размерах страны. Грузинам проще реформироваться, молдаванам проще реформироваться. У нас почти 45 миллионов населения и огромная территория. Это сложно сделать. Тому у нас длительний процес. І більше чиновників у верхівках влади, адже ми знаємо, що в Штатах не задоволені тим, що ми намагаємося якось боротися з корупцією, в ітозі виходить, що ми боремося один з одним у силових структурах. Також хотілося б вас розпитати щодо ось цих реформ. Так, по факту ми намагаємось впроваджувати їх, зокрема у сфері оборони. Тобто, якщо Штати врешті нам виділили кошти, можна казати, що вони задоволені всім цим, адже багато політиків і деякі люди наголошують на тому, що у нас знову ж таки армія досі гола. Сейчас мы не видим и не слышим каких-то резких заявлений со стороны представителей американских структур в отношении пробелов в реформировании армии. Больше критики в отношении борьбы с коррупцией. А пока по части армии много не говорят, может быть и говорят, но неофициально. Но в любом случае американцы, они реалисты, они понимают, что то, что происходит на Донбассе, они понимают, что украинская армия была не готова к этой ситуации, и даже спустя 3,5 года мы еще не адаптировались, не реформировались. Поэтому я не думаю, что американцы принципиальные и жесткие в отношении срочных каких-то реформ в армии. Они понимают, что процесс длительный, но у них позиция по поводу борьбы с коррупцией ясна. Так как если сравнить реформирование армии, реформирование антикоррупционной системы, то явно реформирование армии хоть как-то идет, и мы видим какие-то позитивные стороны. А когда мы говорим о реформировании антикоррупционной системы, о создании ее, то там позитивов явных нет. Вы тоже правильно сказали. То есть, по сути, борьба с самим собой идет. То есть, одни коррупционеры борются с бывшими коррупционерами или с нынешними. Або з нинішніми, так. А як ви думаєте, ось ці всі кошти, 350 мільйонів доларів, чи вони дійдуть безпосередньо до військовослужбовців? Адже, от, приміром, МВФ, да, вони вже допоки відмовили нам у наданні наступного траншу. Чи дійдуть ці кошти до наших військовослужбовців, чи не залишаться вони десь там, у верхівках? Не только МВФ, вы знаете, на сложности с Европейским Союзом. Так. 600 миллионов нам не предоставили. Помощь от ЕС, я думаю, ее предоставят в следующем году, но те условия, по которым нам предоставляется соответствующая помощь от МВФ либо от ЕС, они связаны не с военной тематикой, они связаны, опять же, с борьбой с коррупцией, они связаны с определенными экономическими уступками, они связаны с реформированием правоохранительной системы, созданием антикоррупционного суда и так далее. Который досі ще немає у нас. Опять же, мы возвращаемся к этому вопросу. То есть очевидно, что для Запада, для наших партнеров из западных стран, коррупция – это показатель. Борьба с коррупцией – это индикатор всей государственной, правовой и политической системы. Поэтому этот вопрос важен. Но надеюсь, что эти проблемы не станут преградой в получении вооружения. Джевелинов, либо, возможно, какого-то другого вооружения. Мы сейчас только гипотетически рассуждаем. Поэтому армия – это приоритет на сегодняшний день для Украины, так как нужно увеличивать свою обороноспособность и повышать боевой потенциал ВСУ. А ви можете пояснити за процедурою, коли врешті ось ці кошти ми зможемо отримати, так, або там летальну зброю, приміром? Ну, сейчас предусмотрено в бюджете соответствующем Конгресса соответствующая сумма. Должны быть теперь приняты необходимые решения на уровне Дональда Трампа, на уровне Конгресса. Предоставляется определенная сумма. Я не могу сейчас сказать, и никто не может сказать, в каком количестве эта сумма будет передана, вся полностью, либо частично. И на соответствующую сумму должна быть проведена закупка
закупка вооружения. Опять же, сложно сказать, в каком количестве это будет. Либо одна партия, либо две, либо сразу вся партия. Я думаю, это будет поэтапно, частично. И пока речи об этом нет. И я еще раз повторяю, почему это нелогично, так как идут переговоры Сурков-Уолкер, которые, в принципе, уже зашли в тупик. После интервью, опубликованного в американском издании «Политика», для многих экспертов, включая меня, стало очевидным, что добиться каких-либо конструктивных решений будет очень сложно в переговорах с Российской Федерацией. Следовательно, они будут все равно перенесены на следующий год. Какие-то будут попытки, возможно, даже будет нормандский формат созван, но мне кажется, это ни к чему не приведет. И вот тогда начнется активная фаза решения или имплементации решения о предоставлении Украине соответствующего вооружения. І щодо наступної теми про оборону України та ситуацію на сході говоритимуть сьогодні президент України Петро Порошенко та голова Польщі Анджей Дуда. Попередньо відомо за порядком денним, що вони мають зустрітися у Харкові і обговорити ось ці першочергові питання. Пане Андрію, як ви думаєте, лише будуть про оборону говорити, чи можливо згадають ті історичні проблеми, які у нас досі є? Вони згадають точно, поскольку вы знаете, что в Харькове находится захоронение польских офицеров. Я был 4 месяца назад в Харькове и специально поехал на это место, которое находится на околицах города Харьков. И поляки очень щепетильно относятся к этому вопросу. Они выделяют большие финансовые средства для поддержания в хорошем состоянии вот этого места захоронения. Они много изучают, много пишут, там польский флаг висит. Для них действительно историческая тема принципиальна. И я убежден, что это будет одно из тем обсуждения, вообще вся проблематика. Тобто це головне першочергове питання може? Без сомнения, это вся проблематика украинского. Але на порядку денному допоки ні слова про це, розумієте? Украинско-польских отношений будет сейчас актуально, так как, вы знаете, были заявления многих польских политиков, дипломатов и бывших, и нынешних. Заявление очень противоречивое. Накануне новый премьер-министр Польши Тадеуш Моровецкий опять сделал заявление противоречивое, но с другой стороны, буквально 2 дня спустя он сказал о том, что Украина является важным партнером нашим. То есть у него вот эта вот игра поляков на чувствах, на каких-то исторических моментах, она очень странна на самом деле. То они говорят о том, что надо убрать украинский национализм, не воспринимать националистические идеи, то они говорят о том, что Украина важна нас как союзник, без нее мы не можем обеспечить наши тылы и так далее. Вот это, мне кажется, противоречивая политика, она и будет актуальной в ближайшие годы, наверное, для українсько-польських отношень. А як ви думаєте, чи сьогодні вийде вирішити ось ці історичні питання між двома президентами? Чи вони один одному щось можуть лише пообіцяти? Невозможно. Дело не в президента, дело не в Дуде, не в Порошенко. За Дудой стоят определенные политические Як силы. і за Петром Да, Порошенко. Петро Порошенко. Если мы, вот тут надо именно польский акцент делать, потому что не Украина провоцирует все эти дела, не руководство Украины, не националисты украинские этим всем занимаются. Все-таки все, большинство Але реагує Польща на те, тенденций- що ми на законодавчому рівні там визнаємо Большинство представників. тенденций идет именно с Польши, которые касаются радикализации ситуации. Потому что у нас вопрос Бандеры и остальных моментов, это все-таки, наверное, моменты, сложные моменты противоречивой внутренней политики Але України. згадайте, як російські ЗМІ одразу почали реагувати. Ось Україна проти Польщі, коли це Верховна Рада ухвалила. Это атовизмы, это негативные вещи, которые мы должны были предвидеть. И поляки о них знают, и украинцы об этом знают. Нам нужно быть аккуратным. То есть ухудшение отношений между Польшей и Украиной, оно всегда будет использоваться в Москве. И об этом нужно думать полякам прежде всего. Поляки должны понимать, что нужно быть аккуратным в своих заявлениях в отношении Украины и вообще в взаимоотношениях с Украиной, поскольку Россия всегда этот фактор будет использовать. И поляки, прежде всего, должны осознавать этот момент. Но мне кажется, что в ближайшие годы нам не удастся решить сложные вопросы с Польшей. Поляки настроены, часть польского общества, часть политической элиты Польши настроены негативно к некоторым моментам истории Украины. Они будут принципиальны. И в контексте выборов, о которых уже в Польше думают сейчас, все эти вопросы будут актуализироваться. И Ярославом Качинским,
и Анджей Дудой, и Тадеушем Моровицким, и Ващаковским премьер-министром, министром иностранных дел Польши, который, скорее всего, уйдет, но все равно они будут эту тему постоянно использовать. И для них это важно, для того, чтобы заработать электорат, показать принципиальность и так далее. Вот к чему это приведет, очень сложно сейчас сказать. Это действительно серьезная проблема. И в украинском обществе мало обращают на это внимание. Министерство иностранных дел Украины и вообще вся наша внешнеполитическая машина выбрала такой путь – сглаживать их заявления. То есть у нас нет резких заявлений, у нас практически нет никаких резких реакций, жесткой дипломатической реакции. Если какое-то есть заявление со стороны поляков, мы сглаживаем эту проблему. Мы пытаемся говорить, ну зачем, вот давайте встретимся на уровне межгосударственной комиссии, поговорим, давайте вот встретимся в Харькове. А поляки все равно, они поднимают тему, они заявляют, они пытаются драматизировать. Поэтому здесь я не вижу просвета, я не вижу, що поляки готові. Тобто правильно я вас розумію, що загрози того, що Польща може від нас відвернутися за каденції Петра Порошенка, допоки не існує. Не думаю, что поляки от нас отвернутся, для них мы важны. Прежде всего по вопросам безопасности. Мы сегодня с вами говорили о США, о вооружении. Польша, на мой взгляд, это главный союзник американцев, США в Восточной Европе, как минимум, а может быть даже во всем Европейском Союзе. Польша – это последний форпост, по сути, перед Российской Федерацией, перед Украиной. Поэтому для американцев важно укреплять Польшу, а для поляков важно укреплять хорошие отношения с Украиной, так как географически мы связаны. Поэтому в ближайшие годы я не думаю, что будет какое-то жесткое изменение по политике Варшавы по отношению к Украине, но тема исторических вот этих взаимоотношений, национализма, она будет подниматься каждый месяц. Постоянно мы будем слышать какие-то заявления, нужно к этому просто привыкнуть и понимать, что поляки это делают для каких-то своих целей. Ну, якщо говорити щодо Анджея Дуди, чи може він загадати, зокрема, ось те питання і перетин кордону за інформацією української влади, ось цей незаконний перетин кордону паном Саакашвілі? Ну, ви сейчас тему вспомнили, которую крайне сложно. Просто цікаво, як ви думаєте, чи взагалі пан Порошенко навіть не буде на це реагувати, чи Анджей Дуда навіть про це не згадає? Я не думаю, что тема Саакашвили, она принципиальна для Анджея Дуда. Я не уверен, знает ли вообще он его лично, но мне кажется, сейчас об этом рано говорить. Но поляки знают ситуацию внутри Украины. Поляки следят внимательно. Ну и польские прикордонники тоже. В Украине, да. Они прекрасно понимают, что это все-таки вопрос внутренней политики Украины, но не внешней. И я думаю, дипломатично тему Саакашвили обсуждать сейчас никто не будет. Ну, а якщо говорити щодо цього візиту, взагалі, які у вас очікування від Анджея Дуди? І як ви думаєте, які опісля вже можуть бути висновки від президента України Петра Порошенка? Этот визит важен прежде всего для поляков, на самом деле. Это символический визит. Он едет в Харьков на захоронение, место захоронения соответствующих офицеров польских, не только офицеров, там много политической элиты было, дворянства бывшего расстреляно НКВД. И для него это важно с точки зрения внутреннего пиара для президента, показать, что вот он не забывает поляков, которые похоронены на территории Украины. Я думаю, вопросы будут подняты эксгумации некоторых поляков, которые захоронены на Волыне. Это сложный момент сейчас. У нас даже нет по этому вопросу ясности. С одной стороны, мы не против, но с другой стороны, поляки говорят, что мы противодействуем. Я так и не понял, какая позиция по этому вопросу. И я думаю, что эта тема будет обсуждаться. И недавняя встреча межгосударственная, которая была, также была посвящена части вот этому вопросу. Пане Андрію, дякую вам за цей ефір. Андрій Бузаров був у студії, експерт-міжнародник. А ми робимо невеличку паузу. Будь ласка, не переключайте наш канал.